Крым вам не Киев, пусть ваша провокация не пройдет. Крым это не ад, это рай. Спасибо, ребят. Türkiye'de hayırlı akşamlar. Stüdyoda Osman Paşaev. TR'de Kırım'ın Ucgali işgaline ve ona karşı edilen kuruluş hakkında şimdi bizim stüdyamızda misafirlerimiz Eskender Bariyev, Meclis Azası, Kırım Татар Milli Meclisi ve tarihçi Гульнара Бекирова. Добрый вечер. Добрый вечер. Еще раз скажу на русском языке о том, что в этом блоке марафона к трехлетию оккупации мы говорим, и 3 года сопротивления говорим о методах национального освободительного движения вот на современном этапе. И я все-таки начну с вас, Гульнара Ханом, хотя говорили, что начнем с члена Меджлиса. Все повторяется в истории. Вот вы исследователь все-таки 20 века. В чем отличие и в чем схожести, вот, которые могут быть в освободительном движении сейчас? К сожалению, действительно, в истории все повторяется, и, как я уже, в общем, не раз и говорила об этом, и писала, и, к сожалению, второй раз повторяется отнюдь не фарсом, ну, как писал известный классик, а, к сожалению, новой трагедией. И то, что мы сегодня имеем в Крыму, это, по сути, в значительной степени повторение того, что уже было. Ну, хотя бы потому, что вот сегодняшняя путинская Россия – это... Ну, такая модификация советского режима, но я бы сказала в немножко такой усложненной версии, но, тем не менее, все равно очень трагической. Что вот мне, как историку, как политологу, важно? Важно, что современная путинская Россия – это, конечно, гораздо более такое сложное государственно-политическое образование, чем, например, Советский Союз. Потому что в Советском Союзе никогда чекисты не управляли. Они были орудием в руках власти. Ну, например, при Сталине это было очевидно, при Брежневе, в общем-то, тоже. Там Андропов, по сути, руководил вот этой вот правоохранительно, ну, такой сферой. И действительно, роль спецслужб была высокой. Но никогда доселе спецслужбы не руководили государством. И вот, как мы видим, сегодняшняя Россия, да, это немножко более такой, ну, действительно гибрид, да. То есть мы сегодня видим, вот сегодня освободили Ильдара Дадина. Мы видим, что вроде бы, по сути, да, государство и, в общем, там, первая статья Конституции, да, что Российская Федерация – демократическое федеративное государство. А что мы видим на деле, да? Вот мы очень радуемся за Ильдара Дадина, но мы видим, что человек совершенно непонятно за что был приговорен к этому сроку. Хорошо, что его отпустили, но мы тоже понимаем, что это был политически мотивированный приговор. Ситуация с Крымом... Почему при Сталине не могло быть? И все-таки режим был более кровавый и не обращал внимания. Ну, при Сталине, конечно. Ну, если мы сейчас начнем разбирать там этапы советского, скажем так, периода, да, то это... Я этого коснулся, сейчас скажу, Гульнара Ханом. Буквально сегодня пересчитывал одну статью, возможно, вы с ней сталкивались, исследователи гибридных режимов, когда эта исследовательница российская, по-моему, говорит о том, что чушь вот, искать Сталина под кроватью, когда на самом деле это мимикрирующий режим, у которого все фейковое. От идеологии, которая не хочет себя связывать, да, до всех этих скреп, он должен быть, и он настроен на то, чтобы быть открытым демократическому миру, да, он связан с ними торговыми отношениями, финансовыми. Мы видим, ну, Сталин бы что, какой-то банк государственный единственный не вошел бы в Крым, если бы это Сталин проводил бы аннексию. Но, тем не менее, Греф, ближайший человек с Путиным, со своим Сбербанком, не идет в Крым, да, все-таки уязвимые места есть у этого режима, и он не так силен, как нам кажется, наверное.
Он более изощрен, я бы так сказала. Ну, конечно, и при Сталине ведь тоже были этапы, да, мы помним, ну, самый такой драматический период убийства Кирова, и потом несколько лет, ну, действительно, кровавых репрессий, и пик приходится на 37-38 год. Слава богу, у нас этого пока еще нет, но, конечно, мы понимаем, что ситуация может развернуться в такой плоскости, что когда этот режим начнет агонизировать, а это тоже может произойти, потому что ситуация экономическая в России ухудшается, это неизбежно. То есть вот на стадии вот этой агонии может случиться все, что угодно, и, ну, дай бог, чтобы, может быть, так и случилось, хотя, конечно, последствия могут быть ужасны. Вот. Так вот, сегодня у нас, наверное, нет 37-38 года, но ситуация с Крымом, конечно, гораздо более трагична в том плане, что отношения, к сожалению, ну, современной там российской власти, да, как к оккупированной территории. То есть вы можете встать посреди Москвы, развернуть плакат «Крым, Украина», ну, максимум на вас составят протокол, вы пару часов просидите там в Мещанском отделении милиции, и вас вернут там на прежнее место. Историю там с Ильми Умеровым, с Николаем Семеной мы понимаем, да, потому что все-таки он, вот режим сегодня, российский, крымский режим в Крыму сегодня хочет показать всем инакомыслящим, что мы власть, мы будем поступать с вами так, чтобы вы, ну, что называется, не пикнули. То есть это, конечно, политически, все эти приговоры политически мотивированы, и этим страшно, что правосудие в данном случае молчит. У меня есть следующий вопрос. Когда после своего задержания я еще 4 месяца провел в Стамбуле, я там встретил Евгения Глебовицкого буквально перед возвращением в 2014 году уже в Украину. Да? И он мне говорил, что крымская татарская тема, к сожалению, если она вот не будет найдены какие-то вот технологии ее постоянной активизации, будет сходить не только на мировой арене на нет, но и, наверное, внутри украинского общества казалось тогда это невозможным. И я тогда вернулся в Киев, и буквально 15-й год президент Украины, поздравляющий украинцев в тяжелый год, да, еще до дебальцевских событий, без этих атак военных на Востоке. Это был только Иловайск в 2014 году, да, страшный. Дальше ожидало в 2015 году еще много чего, но в 2015 году Порошенко обращался и поздравлял крымских татар на крымско-татарском языке. И с каждым годом вот этих вот сигналов становилось все меньше. Да? Сегодня уже даже 26 февраля вспоминают Крым, но уже не вспоминают крымских татар. Я так долго задаю свой вопрос, обычно не люблю самых журналистов, которые так долго формулируют. Мы остались один на один со своей проблемой? Нет, я в данном случае с вами не согласен, потому что, когда мы говорим о технологиях в условиях вот данной, да, вот войны, и какую роль должно занимать освободительное движение, то, я думаю, мы в первую очередь должны, опять же, обратиться в историю нашего крымско-татарского национального движения, потому что у него огромный опыт, и те лучшие способы, те лучшие технологии мы должны использовать. Из того опыта можно использовать сейчас? Сейчас я по порядку хочу сказать. Я вернусь к технологиям и что необходимо сейчас дальше делать. Другой вопрос. Есть международный опыт, мировой опыт. Это и Махатма Ганди, и Нельсон Мандела. Соответственно, я это подвожу к тому, что основной принцип у такого народа, как крымско-татарский народ, малочисленный народ, который не имеет ни ресурсов, ни возможностей, ни своей армии. Это не насильственный путь борьбы. Потому что я, допустим, и сам столкнулся с той ситуацией, когда перед тобой стоит автоматчик, и ты безоружный, и если ты знаешь то же законодательство той же Российской Федерации и говоришь с ним на этом языке, то, соответственно, ты чувствуешь себя сильнее. И поэтому, когда мы говорим, как же бороться, какие должны быть технологии, вот здесь, в первую очередь, почему был запрещен меджлис крымско-татарского народа? Да потому что это самая самоорганизованная система или структура, которая работала в Крыму. И поэтому для того, чтобы полностью, скажем, уничтожить крымско-татарский народ, уничтожить всю самоорганизацию, и был запрещен меджлис крымско-татарского народа. Поэтому, что нам необходимо в ближайшее время делать и над чем мы должны работать? Понятно, в разных условиях находятся и те люди, которые вынужденно оказались здесь и продолжают свою работу. И наша задача в информационном плане доносить все те проблемы, те репрессии, которые проводятся по отношению к нашим соотечественникам,
на международном уровне, на уровне украинского государства. И, с другой стороны, мы должны способствовать, чтобы сохранилась самоорганизация. В разном виде. Самоорганизация не обязательно может быть политической. Она может быть в виде культурных каких-то объединений, в виде спортивных и так далее. И мы сейчас отрабатываем эти технологии, потому что когда самоорганизовано население, оно всегда может перегруппироваться и, соответственно, действовать в том направлении, в котором необходимо. Но и с другой стороны, правозащитная деятельность и деятельность освободительного движения, они очень тесно взаимосвязаны. И поэтому, когда мы ведем четкую в рамках международного права нашу работу, и наши соотечественники выдерживают это, да, действительно сложно, да, действительно проводятся аресты, задержания, предостережения, но при этом нужно знать свои права в рамках международного права, свои права в рамках украинского права и свои права в рамках государства-оккупанта. И сегодня, особенно в 2016 году, нам были даны инструменты для этой работы. И в первую очередь инструменты для наших соотечественников на оккупированной территории. Объясню почему. Потому что 19 декабря 2016 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция, где государство Российская Федерация названа официально оккупантом, а Крым – оккупированной территорией. Соответственно, здесь полностью входит в действие 4-я Женевская конвенция, в рамках которой четко прописано, что не имеет страна-оккупант права призывать вооруженные силы свои из местного населения, что не имеет права заниматься замещением населения. И вот это уже инструменты. То есть я считаю, что используя вот эти механизмы, я думаю, что одно из проявлений должно быть, чтобы наши соотечественники отказывались служить в вооруженных силах Российской Федерации, потому что сейчас будет весенний призыв. И садились в тюрьму как Нет, подождите, здесь вот как раз-таки очень тонкие моменты. Во-первых, мы должны активно проводить, и мы начинали в 2014 году петиционную кампанию. И петиционную кампанию, где мы делали обращение к генеральному секретарю ООН о том, что чтобы не призывали вооруженные силы. Тем более сегодня подчеркнула Генеральная Ассамблея своей резолюции о том, что Российская Федерация не имеет права призывать вооруженные силы Российской Федерации. И поэтому вот те посылы, когда люди будут делать заявление о том, что они не хотят служить в вооруженных силах Российской Федерации, мы должны здесь подхватывать и, соответственно, развивать. Конечно, некоторые телезрители мне могут сказать: да, тебе легко, ты находишься на материковой части Украины, и тебе легко об этом говорить. Но я в 2014 году говорил об этом и продолжаю говорить. С другой стороны, я приведу другой пример. Пример индийского народа, многомиллионного народа, который в свое время боролся за свою независимость. И они, будучи на тот момент гражданами Великобритании, они публично сжигали паспорта, тем самым демонстрировали, что они не хотят быть гражданами этой страны. И таким образом они добились именно ненасильственным путем, их национально-освободительное движение привело к полной независимости. Можно было понять, что этот вариант совершенно не подходит для крымских татар. Относительно паспортов, я думаю, это любые методы, которые связаны с доминированием борющегося или коренного народа на своей земле. Потому что говорим ли мы об индийском народе, будем ли мы говорить даже о курдах в 4 странах находящихся, да, каждый из этих народов находится в численном доминантном отношении по отношению даже к колонизаторам. Есть ли механизмы для народа, которые на своей земле я вам просто всего лишь 13% составляет? Я на этот вопрос отвечу вам проще. Давайте теперь вспомним историю нашего национального движения. Ведь крымские татары составляли не только 13%, а непонятно какой 0,0000 какой-то процент в Советском Союзе. Но при всем том, четкая принципиальная позиция ненасильственности и требования возвращения на родину и восстановления своей республики привело все-таки к тому, что массово крымские татары поднимались, и одни из первых, которые проводили демонстрации на Красной площади. Это произошло в то окно, которое называлось перестройка и развал этого государства. Это окно просто так не происходит. Я не буду забирать. Нет, понятно, что начало было положено, конечно, в жесткие годы, когда никто не думал о развале. Я сейчас сформировался вопрос Гульнаре Бекира, хотя мы не буду лукавить, что мы его обсуждали до. Вот эта спекуляция, которая сейчас происходит, в том числе среди крымских татар, все то предыдущее национальное движение было связано с возвращением на родину. Да?
сейчас упрек в адрес тех, кто поднимает голос народа на свободных территориях, говорим ли мы на территории Украины или говорим на территории Турции или в Европе, упрек, как далеки они от народа, что они далеки от народа, который живет сейчас в Крыму. И понятно, что есть часть, небольшая часть народа, которая, скажем так, сотрудничает с тюремной администрацией, назовем даже, да, не с оккупационными властями, с тюремной администрацией, которая играется на том, что народ у себя на родине, народ счастлив, доволен, и нечего его, как это говорят, провоцировать, да, вот. Как вот бороться с вот этой частью манипуляции, которой не было в те годы, когда весь народ был в изгнании? Понимаете, действительно, это очень сложная такая этическая дилемма, и вот она действительно сформировалась в последнее время, скажем так. Просто если я сейчас начну вам отвечать, и это может выглядеть как самооправдание, да? Я бы не хотела, чтобы вот в этой плоскости мы развивали эту тему. Что очень важно для меня? Я вот вижу ростки, продолжая, собственно, тему, которую затронул Искендер, что крымские татары, и это чем, собственно, вот история, да, там Махатмы Ганди и индусов, это связано с ощущением внутренней свободы. Вот свобода, да, это же ощущение такое экзистенциальное, это сложная философская категория, внутренняя свобода. Человек, находясь в резервации, в условиях, в данном случае в оккупации, становится свободен, хотя он понимает, да, что вот эта несвобода постоянно присутствует. Преодоление страха, которое неизбежно. И вот даже мы видим, да, что малейшие проявления, мы даже вот по арестам этим ребят, да, которые пришли поддержать своего товарища Мустафу Мустафаева, мы уже видим, насколько оккупационная власть боится вот этой консолидированности. И в то же время вот меня очень радует, например, проявление там юбилей Айше Сейтмуратовой, юбилей Шефика Консул. Да. Я вижу, меня просто радует до слез, я вижу, что наш народ не боится. По крайней мере, это ощущение страха, оно не наблюдается. Человек не может не бояться, это физиологическое чувство. Но люди это преодолевают. Точно так же, вот ненасильственный путь, он всегда связан с этим преодолением. Очень много форм ненасильственной борьбы. Не борись, но сходи на день рождения Да, Айши Сейтмуратовой. это уже не борись, но в сходи на данном день рождения случае Шефика это Консул. проявление, подвиг, может быть, по-другому, но это проявление позиции. Ты не боишься, ты общаешься с... меня восхищают просто там, не знаю, Ильми Умеров, да, там его выход в эфир, там, в прямой эфир, сегодня я утром видела. Это же проявление, человек находится под следствием. Это настоящий героизм. Письма из лагеря Ахтема Чийгоза. Это настоящий подвиг. Вот эти вещи мы должны культивировать, эти вещи мы должны максимально представлять в мире. Вот я была в Испании, да, я просто зачитывала там на ПЭН-конгрессе, там 100 стран собралось. Просто выдержки из лагерного письма Ахтема. Вот эти вещи нам нужно, мне кажется, каким-то образом культивировать. А вот то, о чем вы говорите... Я хочу, чтобы это все снивелировалось, потому что это в значительной степени реакция эмоциональная. То есть люди там, они находятся в каком-то действительно угнетенном состоянии, да. И они говорят, вот, вам тут легче. Но ведь эмиграция, в данном случае, вот мы эмигранты, честно скажем, да. Как бы мы там ни говорили, что там внутренняя эмиграция, это очень большая трагедия, на самом деле. И если мы вспомним изгнание крымских татар после первой аннексии, после 1783 года, и поговорим с людьми, которые эмигрировали уже там в середине 19 века, ведь у многих же эта боль до сих пор осталась, да? Вот если мы общаемся, вы, наверное, много общаетесь там с людьми, которые там, чьи предки эмигрировали там после Крымской войны. Мы переживали это в несколько этапов. Сначала в Добруджу, потом в Турцию, совершенно потом в Соединенные Штаты. В их генетической памяти все равно сохранились вот эти картины. Плюс у нас еще много все-таки воспоминаний об этом осталось, свидетельств. Там Кандараки писал, Василий Кандараки, о том, какая это была страшная трагедия потери Родины. То же самое случилось в 1944 году. Почему-то не связывается отъезд многих людей, в том числе, и тех, кто в этой студии, да, вынужденный отъезд. Ведь человек же никогда не покидает родину, как правило, 99% не покидает родину в поисках лучшей участи.
Ну, мы не будем на каждом углу рассказывать, почему мы покинули родину, да? Вы не будете, я не буду, Искендер не будет. Это не потому, что мы ищем, где лучше, а потому что, ну, обстоятельства сложились так, что невозможно там жить, на родине. Понимаете? И поэтому я хочу, чтобы люди в Крыму, во-первых, услышали нас здесь. Мы их голос, я так считаю. То, что они не могут озвучивать, мы должны озвучивать. Другое дело, что мне бы То есть хотелось... я тут, хочу отметить психологическое. Не надо стесняться того, что вы не можете говорить в голос, да? Да. Но и из-за этого не рефлексируйте и не становитесь рядом с теми, кто говорит, что и совершенно не нужно обращать на это внимание, да? Что нужно привыкнуть к состоянию тюрьмы, за вас это будут говорить другие люди. Я хочу, чтобы, ну, скажем так, вот этот вот момент осуждения, ну, который, может быть, неизбежно может исходить, ну, вот от нас, сидящих здесь, да, вот, дескать, почему вы молчите? И чтобы момент, ну, такого осуждения, ну, вы же там на свободе, чтобы это было снивелировано. Мне кажется, что единственные люди, кто достоин осуждения, это те люди, которые предают, в буквальном смысле слова, тех людей, кто сегодня находится в неволе, кому грозит арест, кто им не помогает, кто, ну, просто сдает своих товарищей. Мы этих людей знаем, да? Мы знаем, кто свидетельствует против Ахтема Чийгоза. Мы знаем стукачей. Собственно, как и в советское время, мы знаем людей, которые писали, ну, плохие вещи. Писали. Да. И буквально у нас 2 минуты до окончания этого блока. Последний вопрос Искендера. Вот буквально тоже перед эфиром мы продолжить мысль мы обсуждали о том, 198 или 500 методов ненасильственной борьбы. Все-таки что еще может быть? Это уже вопрос как члену Меджлиса. Ну, что может быть эффективным? Вот на нас, на членах Меджлиса, которые создали чрезвычайный орган и находимся здесь, мы несем ответственность за то, насколько мы сможем донести информацию, потому что на оккупанта можем мы повлиять только дипломатическим путем, с помощью санкций, с помощью давления дипломатических служб и так далее. И, опять же, я все-таки хотел бы немножко возвратиться. Вы говорите, не было манипуляций. На самом деле и в те годы были манипуляции. Когда строили социальный портрет условно того же Мустафы Джемилева или Ришата Джемилева. Чтобы не было манипуляций сейчас. Потому что они были и тогда. Да. То же самое продолжать. Но тогда были другие технологии, я имею в виду электронные. А сейчас совершенно другие технологии. Но при этом подход практически остался один и тот же. И поэтому мы видим динамику, и она, в принципе, не негативна, она позитивная, потому что, обратите внимание, почему стали задерживать адвокатов, юристов? Потому что пошла новая волна юристов, потому что первый период люди просто присматривались, они не знали, как отреагировать. И потом появились новые юристы, которые стали подключаться к этим уголовным делам. И слава богу, у нас это все получается. С другой стороны, у нас появились более активными становятся родственники жертв, я имею в виду жертв репрессий. И поэтому вот как раз-таки нам нужно постоянно сохранять наши связи, нам нужно вырабатывать дальнейшую стратегию, нам нужно четко доносить информацию, чтобы на страну-оккупант было давление со стороны международного сообщества. И это у нас пока, слава богу, получается. И нам нужно просто продолжать поддерживать контакты и получать достоверную информацию. Я бы хотел еще обратить внимание на то, что когда мы говорим о национально-освободительной борьбе, опять же, мы не должны забывать именно правозащитную деятельность. И поэтому нам нужно готовить больше юристов, которые проживают на оккупированной территории, чтобы они больше собирали и более качественно собирали кейсы о нарушениях прав человека в Крыму, да, которые мы можем, соответственно, приложить и доказать. Потому что на практике получается, когда что-то такое обзорное или общее, это не есть доказательство. А когда мы показываем факты, и это очень важно, мы над этим сейчас серьезно работаем. Очень важно, чтобы наши соотечественники не боялись, приезжали, давали информацию. С другой стороны, мы должны обеспечить им безопасность в этом плане, Вот чтобы все, до ФСБ не дошла информация. Нашего разговора, что методы борьбы. Вы не участвуете в политических акциях или не ходите на площади,
Но общение с правильными людьми, участие в правильных В том числе акциях, игнорирование всех, неправильных людей, да, неправильных это акций, очень это тоже тонкая, национально-освободительная борьба. И я вам скажу, методов много. действия. 198, и я как скажу, что подсчитал буквально перед вами Шарп, и была около 500. Евгения Андрюк, правозащитник из Беларуси. Она говорит, нигде я этого не видела, ни в Беларуси, вот этой солидарности, которая была после Марлена Мустафаева. Да? Арестовывают 10, а приходит еще больше на И суд. это тоже традиции крымско-татарского национального движения. Но поскольку у меня уже нет времени об этом сказать, но у нас много исторических сюжетов, и поэтому я думаю, что наши Историк, зрители исследователь это знают. 20 века и, прежде всего, национального движения крымских татар Гульнара Бекирова, член Меджлиса крымско-татарского народа и руководитель ресурсного центра Искендер Бариев были в этом блоке. Я сейчас предлагаю посмотреть видео о том, какие акции провели крымско-татарские диаспоры в Анкаре вчера. И сегодня очень был большой митинг и демонстрация на Истекляле в Стамбуле. А в следующем блоке мы будем говорить с Мустафой Джамилевым. Türkiye'nin paytaxtı olğan Ankara şehrinde yerleşken Rusya elçiliğinin ogunda Kırım Tatar teşkilatları, Kırım Tatar derneklerinin reisleri ve azaları protest mitingi geçirirler. Bu sene Kırım işgalinin 3. yıl dönümüne bağışlanған protest mitinginde insanlar toplandılar ve elçiliğinin yanına geçirmeyler bu insanlarını uzaktan protest yapmağa izin verdiler. Kırım'ın işgalinin ne yazık ki 3. yıl dönümünde tüm dünyanın ve Türkiye'nin Kırım'a gözlerini kapatmasını bu şekilde protesto ediyorum. Gözlerimiz baylı çünkü Türkiye'deki yaşayan kardeşlerimiz Kırım'daki kardeşlerinin yaşayanlarına gözlerini kapatalar, kulaklarını kapatalar. Asıl da işitmeyler ne içindir bilmeyimiz. Onlar endi Kırım'daki kardeşlerinin seslerini duysunlar, gözlerini açsınlar, anda yaşayanlarını korusunlar isteyimiz. Herkesin Kırım'a duyarlı olmasın, arkasında durmasın, oğa yardım etmesin. Herkesin Kırım'a kaytmasını isteyeyim ben. Kırım Türktür, Türk kalacak. Kırım Türktür, Türk kalacak. Vatan, millet, Kırım. Vatan, millet, Kırım. Kırım Türktür, Türk kalacak. Vatan, Kırım. Millet, vatan, Kırım. Millet, vatan, Kırım. Millet, vatan, Kırım. Özellikle son 3 yılda yaşananların ışığı altında Kırım'ın geri dönüşünün yakın olduğuna inancımız tamdır. Bununla birlikte ne olursa olsun, ne kadar sürerse sürsün, Kırım Tatarları vatanlarından asla vazgeçmeyecek. Kırım Tatar halkı teslim olmayacak. Kırım Tatar halkı teslim olmayacak. İşgalini tanımamıştık, tanımayacaktık. Kırım Tatar halkı asla teslim Ulaştırmayalar elçiliğinin kapısına. Ortada toplattılar. Korktuklarını düşünüyorum. Az önce de gördüğünüz gibi Rus Büyükelçiliğinden bomba kontrolü yapılması yönünde çelenkte bomba olduğu düşüncesiyle kontrol edilmesi istendi. Ve çelengi götürmeye de 3 kişi izin verildi. Artı basın bildirisinde sadece bir kişiye müsaade edildi. O da sanırım bayan olduğum için benden çok fazla korkulmayacağını mı düşündüler. Rusları korkuttuğumuz için çok mutluyum şu anda. Eskiden beri böyle. 3 seneden beri biz hep buraya gelemiz. Rusya Büyükelçiliği bu konuyla alakalı işte Kırım Tatarları meclisimize, Büyükelçiliğimize saldıracak, işte buradaki Ruslara, görevlilere saldırı olacak diye devamlı ihbar yapıyor şeyde.
Ve 2-3 günden beri de bu ihbarları devamlı yapıyor. Suç duyurusunda bulunuyor. Bu bakımdan güvenlik kuvvetleri tabii ki emniyet güçleri de bu şekilde davranıyorlar. Hadise bu. Azerbaycan'ın varlıkları nerede şu an? Onlara rahmet eyle, onlara merhamet eyle Rabbimiz. Toy kardeşlerimize merhametinle mukabele eyle onları sıkıntılarından. Arkadaşlar. Siyah çelengimizi de koyduk. Kırım'da 3 yıldır Rus zulmü altında yaşayan milletimizin yanındayız. Yani onun acısını çekiyoruz aslında. Kırım Tatarları hep köklerinden yeşerdiler ama ne kadar da dallarımızı kesseler köklerimizden yine yeşereceğiz. Yine vatanımıza döneceğiz. Yine vatanımızda bayrağımızı dikleyeceğiz inşallah. Bu Rusların mücadelesi engellemeleri bizi yıldıramayacaktır. Rusya'nın derhal Kırım'dan çıkmasını istiyoruz. Defolmasını istiyoruz. Katilliklerine son vermesini istiyoruz. Türkiye'deki bu protestolar en zor zamanlarımızda bizim Mustafa Cemiloğlu'nu hayatta tutan protestolardı. Yani dünya kamuoyu tarafından bunun devlet politikası haricinde Türkler tarafından ve Türk milliyetçileri tarafından ve Türkiye'de yaşayan Kırım Tatar diasporası tarafından sahipsiz olmadı. Bu davaya sahip insanların olduğunu göstermek açısından önemli. Rusya'nın bir insanlık dışı bir hareket yaptığını düşünmekteyiz. Yani yurdumuzun çeşitli yerlerinde olduğu gibi bugün İstanbul'da da bunu protesto etmek için buradayız ve işgali sona erdirmediği sürece artarak devam edecek protestolarımız. Siyah çelengimizi de koyduk. Хайрлы акшамлар. Мы продолжаем на АТР марафон 3 года сопротивления крымской оккупации. И в этом блоке у нас первый председатель Меджлиса крымско-татарского народа, диссидент, народный депутат Украины Мустафа Джемилев. Хош келдиңиз. Мустафа, ага. Такой вопрос, наверное, вот с него начнем. Давно встречались с президентом? Украинским, годовщина Небесной Сотни была. Он сам подошел ко мне, сказал, я сейчас возвращусь с Мюнхена, и вместе с Чубаровым хотели бы встретиться. Ну, пока, видимо, дела у него, ну, да, я думаю, в ближайшие дни встретимся. А когда последний раз удавалось донести свои мысли до президента? Проблем нет вообще-то до него донести. Другое дело, что бывает часто необходимость срочно увидеться, поговорить, но не получается. Я его в этом не осуждаю, потому что президент 45-миллионной страны, проблем очень много. Но, хотя он, правда, говорит, любое время готов встретиться, но у него не получается, не вот всегда. Сегодня, когда мы говорили с Николаем Полозовым, адвокатом, который ведет большинство политических дел в Крыму, у меня был вопрос последний, вот чего не хватает, я думал, он скажет какой-то там материальной поддержки для адвокатов или что-то со стороны Украины, да, поддержки политзаключенных. Полозов сделал фактически тоже политическое заявление. Он сказал, самая главная поддержка, которая нужна, это чтобы со стороны украинских властей
это все-таки предоставление крымским татарам политической автономии. Вот этот вопрос политической автономии, он уже, мы его заговорили, или он все-таки, по вашим ощущениям, на подходе к решению? Нет, не заговорили. Твердые позиции президента. Что это значит политическая автономия? Речь идет об автономной республике, национальной территориальной автономии в Крыму, которая будет реализована уже, конечно, после деоккупации. Но сейчас уже надо принять эти законодательные акты. Я сразу скажу, будет нелегко, потому что это конституционная норма, там не меньше 300 депутатских голосов надо. А там у нас целая оппозиция, есть люди с некоторыми своими странностями. Поэтому предстоит длительная работа. Сейчас на первом плане у нас закон о статусе крымско-татарского народа. Там тоже четко говорится о том, что национально-территориальная автономия, форма представительства, там и статус Меджлиса, Курултая. Мы сейчас подбиваем последние штрихи. Я думаю, уже на следующей уже сессии мы уже зарегистрируем его. Там сейчас пока не требуется конституционное большинство, достаточно арифметического большинства, 226 голосов. Я думаю, мы сможем это сделать. Это тот самый законопроект, который Кучма ветировал в 2000... Нет. Он не ветировал. Это... Вообще он ничего не ветировал, связанное с нами. Закон о восстановлении прав репрессированных, он прошел, к сожалению, опять-таки после оккупации. До этого у нас не получалось просто. Вы помните, там баталии в Верховной Раде, коммунист Симоненко выступал, что, дескать, правильно выслали, в таком духе. Но сейчас, слава богу, этих прокобесов уже в парламенте нет. Ну, другие есть. Другие есть, но не такие борцы, как, скажем, или коммунисты. А, Мустафа, вот есть вещи, которые для Украины ничего не стоят принять, в том числе не конституционными нормами, а 226. И я немножко так долго опять формулирую вопрос. Была декоммунизация, да, названий. И под декоммунизацию, на самом деле, в Крыму не так уж много крымско-татарских топонимов попадало. Ну, 75 из 80 попадали. И тем не менее, для даже оккупированной части Донбасса они вступили в норму сразу. Для Крыма была принята очень странная оговорка после деоккупации, хотя вы, наверное, тоже помните, вы интернетом очень активно пользующийся человек, воодушевление, когда Google карты на один день поменяли эти названия, хотя бы 70 на крымско-татарский, да? Мы не говорим о том, что речь идет о 800 названиях, которые были после депортации. И мы не говорим о том, что, в принципе, и украинская историография признает, что Ахмеджит — это и не Неапольский, и не Симферополь, а это Ахмеджит, его непрерывность с ханского периода, так же, как Евпатория, Кизлев, Ахьяр, Севастополь или Феодосия. В этой категории только Севастополь попадает под конституционную норму, да, он записан как отдельная административная единица в Конституции Украины, это тоже требует 300. Все эти остальные топонимы, они одним решением Верховной Рады могли бы быть изменены, мог бы дать сигнал крымским татарам, что вот Украина признает как минимум на уровне названий. Почему вот этого даже не происходит за эти 3 года? Ну, во-первых, по поводу топонимии, связанного с декоммунизацией, по-моему, 67 или 75 населенных пунктов, все шло нормально. И вдруг потом Власов из Батьковщины, Власенко, говорит, чтобы не было там разных перипетий, географической путаницы, давайте, пусть она входит в силу после деоккупации. Абсурд. Когда я это увидел в тексте, я говорю, что за ерунда? Ну, вроде бы мне сказали, что все это согласовали. Вот этого последних слов о том, что она вступает в силу после деоккупации, не будет. А, по-моему, последнее, когда голосовали, меня вообще не было. И вдруг я смотрю по результатам, что она будет, оказывается, вступать в силу после того, как освобождена. Я думаю, это тоже можно исправить, просто внести изменения о том, что... Просто это... Но мы сейчас работаем над полным восстановлением исторической... Полный пакет топонимический, да? Во-первых, уже по закону о восстановлении прав депортированных, там отдельным пунктом идут, что депортированные имеют право восстанавливать свою историческую топонимику. Это уже правовая база есть. А теперь уже тем более. Но здесь просто так сказать, что вот давайте восстановим то, что было до 1944 года, неправильно. Надо создавать комиссию. Потому что какие-то населенные пункты исчезли, какие-то объединились, появились новые населенные пункты.
Мы в свое время, покойный Рифат Ага Куртиев, мы с ним работали довольно... Там 1118, по-моему, наименований. По всем мы уже прошлись там. И я думаю, мы сначала, сейчас мы примем все-таки вот этот закон о статусе крымско-татарского народа. Там тоже четко говорится про топонимику. А вот этот сам непосредственно закон топонимики, это уже там другие депутаты. Я тоже, правда, подключаюсь. Я только сказал, что для того, чтобы успешно проголосовать, надо, чтобы соавторами были практически со всех фракций. Да. Я думаю, мы это сделаем. Какова ваша позиция по названиям, которые были изменены до 45-48 годов? Ну, прежде всего, мы говорим о крупных городах Крыма. Вы имеете в виду после первой оккупации? После да? первой оккупации, да. Симферополь. Который в том числе сын оккупантки Павел I, по-моему, вернул даже на какое-то время. И уже Александром I окончательно были не изменены. Мы говорим о 4 городах крупных. Ну, например, до войны, вы знаете, они использовались параллельно. Скажем, в крымско-татарской прессе писали Ахтияр Ахмедчит, Геслев, ну а в русской, или же писали Симферополь в скобках Ахмедчит. Я думаю, временно можно будет так. Ну, а в целом, конечно, должно быть свое историческое наименование. Мы не должны идти на поводу колонизаторов, что вот они так переименовали, и надо... Хотя, конечно, надо и учитывать сейчас демографическое положение тоже. Если большинство все-таки там славянское население не привыкли к этому, я думаю, определенное время можно все-таки согласиться на параллельные вот таких крупных городов. А то, что остальное, то, что было в 1944 году насильственно изменено, безусловно, подлежит восстановлению. Но до 1944 года, что же появилось очень много дурацких наименований, этих октябрьских, Тельманов там или еще что-то. Мы же сейчас не можем вместо, скажем, Ленинки назвать Тельманом или там еще Люксембург. Ну, словом, комиссия должна работать, чтобы название было точно соответствовало историческим параллелям. Это нужно сделать одним пакетом или, в принципе, можно разделить на поэтапно? В конце концов, большинство названий – это прямое изменение без всякой декоммунизации. То есть, вот, ну, там, гвардейская Сарабус, да, или там Корбекуль, изобильная Корбекуль. То есть, вот все эти названия, может, те, которые не вызывают вопросов, не исчезли, не объединялись, может быть, их можно безоговорочно, просто механически, одним решением? Если прийти вот соответствующими структурами Украины, с академией, там, институтом географии, все это можно в одну академию. Зачем его распылять? По сути дела, оно уже практически готово. Но если, скажем, по каким-то населенным пунктам возникнут какие-то разногласия, пока можно, конечно, и будет отложить. Скажем, из 1118 населенных пунктов, ну, хорошо, по десятку или по полторы десятка там возникнут какие-то разногласия. Можно по этим вопросам как-то отложить, а в целом принять. По депутатскому корпусу, по вашим коллегам, чувствуете, какие основные страхи перед автономией есть? Вот прежде всего в той части, которая должна дать 226 голосов на первом этапе этой конституционной реформы. Озвучивают ли вам эти страхи? Они эти страхи не озвучивают, наоборот, все выражают солидарность, по крайней мере, на словах. Но я знаю, конечно, там есть депутаты, которые будут слушать тому, что из другой стороны скажут. Такие тоже там есть депутаты. И больше всего они, наверное, будут создавать проблемы. Но, скажем, хотя, конечно, есть и такие, а что это значит крымско-татарская автономия? Но ведь вы же там меньшинство, такие разговоры тоже есть. Но сейчас этих разговоров, ну, на порядок ниже, потому что всем стало ясно, кто действительно, для кого это Крым, это родина, а для кого просто место проживания там. Поэтому я не думаю, что будут большие осложнения. Может быть, некоторые просто будут отсутствовать. Но так, чтобы против голосовать, за исключением некоторых вот этих ярых оппозиционеров, я думаю, вряд ли будет много. Неблагодарный совершенно вопрос. В самом начале оккупации участие было такое оптимистичное очень ощущение, что это долго не продлится. И вы были, насколько я помню, тоже среди тех людей, которые
говорили, что эта оккупация, ну, возможно, несколько лет протянет. Сейчас вот возьметесь ли сейчас прогнозировать, вот, насколько долго придется большинству крымских татар и дальше находиться в оккупации? Дело в том, что Россия – это такая непредсказуемая страна, как этот Суворов, Резник говорил. Может быть, сегодня вечером, может, на следующей неделе, может, Аллах знает когда. Я помню, еще в 96-м году на Колыме мне начальник лагеря, ну, таким тоном, как будто бы в мире ничего не изменилось, как будто бы на дворе 37-й год, он говорит, пишите заявку, что вы отказываетесь от своих взглядов, или вы отсюда никогда не выйдете. Советская власть еще не таких, как ты, ломала. Это в 86-м году. В 86-м году. Ну, там Горбачев рассказывает про демократию, перестройку, а вот он мне вот такие вещи. То есть это государство, это система, которая вот и сейчас, она очень во многом напоминает, причем она даже в какой-то мере хуже, чем советская власть. Она такая наглая, она вот, хотя вот уже внутри все прогнило, но она до конца, вот эта пропагандистская машина будет утверждать так, как будто бы они еще столетия, тысячелетия будут. Поэтому, когда это произойдет? Ну, это произойдет обязательно, в этом нет никакого сомнения. Просто насколько это растянется, вот в чем дело. Вот мы как раз в предыдущем блоке обсуждали о методах ненасильственной борьбы и сопротивления. Вы как раз были, по-моему, зашли в студию и слышали часть этого разговора. Должен ли народ быть готовым к тому, что, возможно, в таких условиях несколько десятилетий придется провести? Вот должны ли мы к этому готовить свой народ? Ну, вообще надо готовиться ко всему. Я помню еще в 82-м году ко мне вот эти активисты наши, в том числе Синовер, Кадыров, приходили, самым серьезным видом говорили: Мустафа ага, уже понятно, что мы при нашей жизни мы на родину не сможем вернуться. Надо давайте делать в основном упор на подготовку новых людей, которые будут бороться, продолжать борьбу после того, как мы уйдем. Это 82-й год, прошло всего 8 лет? 7 лет прошло, уже народ хлынул. Поэтому, исходя из сегодняшних реалий, говорить о том, что будет через год, трудновато, потому что все динамично, быстро меняется. Ну вот буквально мы с Шесит Муратовой за полгода до оккупации в 2013 году, когда была презентация фильма «Хайтарма» в Эскишехире, в Турции, обсуждали вот режим как раз путинский. Она говорила, что советский режим был значительно мягче по отношению к диссидентам и по отношению к людям, которые сидят в тюрьмах. Вот сегодня оценивая то, что происходит с нашими политзаключенными, и как в Крыму, так и те, которых вывозят на материковую Россию, и вот то, что вы пережили, вы можете сравнить эти два режима и то, как он будет действовать дальше? Ну, действительно, то, что сейчас, скажем, в условиях оккупации очень многое напоминает советский режим, это однозначно. Но есть элементы, которые хуже, чем, скажем, при советской власти. Ну, например, с политическими в тюрьмах, лагерях, на следствии да, разговаривали очень вежливо. Потому что исходили из того, что информация о том, как с тобой обращаются, обязательно станет известна на Западе. И это будет неприятно для советской власти. А сейчас Россия уже в таком положении, и терять уже больше нечего. Все уже знают, что это самое лживое, агрессивное государство. Поэтому то, что кто-то что-то еще скажет, ну, то что, Парламентская ассамблея Совета Европы, ОБСЕ, Генеральная ассамблея, все осудили, все назвали агрессором. Поэтому они уже не так считаются с тем, что скажет мировое сообщество. Они уже поняли, что имидж свой исправить им не удастся. Поэтому вот здесь... И в этом происходит, как сегодня, освобождение Ильдара Дадина, и мы должны понимать, что же это означает. Это смягчение позиции по-конкретному, это имиджевая акция или это что? Трудно сказать. Я вот по делу Дадина не очень хорошо знаю, как что к чему, но вообще-то в какой мере там, скажем, прессинг идет, во многом зависит, конечно, от того, какое идет давление на Россию. Ну, скажем, выборы в Соединенных Штатах,
какое-то там неудачное заявление Трампа о том, что, может быть, пересмотреть статус Крыма, может договориться с Путиным. Это вот так вдохновило, что сразу же видно, да? Там аресты адвокатов, хамство по отношению к поводу, еще новый арест. То есть режим пользуется моментом. Оказывается, вот можно. И вот, скажем, Эмиля Кубединова, там же тщательный обыск провели у него. А вынесли административное нарушение. Когда административное нарушение, обыски не проводятся. То есть они готовились к другому. Да. И они анонсировали в течение дня. Да. Голосом Заура Смирнова в течение дня готовили к терроризму и поимке терроризма. И через свои каналы они это телевизионно Да, транслировали. потом, как пошел наплыв со всех сторон, и они дали назад. То есть я хочу сказать, что все-таки активность мирового сообщества, активность сообщества и даже самой Украине, она дает некоторые свои плоды. Но репрессии, конечно, будут продолжаться, потому что без репрессий этот оккупационный режим продержаться не сможет. Мустафа считал, что крымско-татарское национальное движение, оно, вот если говорить о Соединенных Штатах, было близко вот тогда, во времена Рейгана, руководству республиканской партии. Сейчас есть ли в администрации Трампа те люди, или пришли ли с ним, которые были вам знакомы вот с тех времен, с времен рейгановских? Нет, этих людей мало осталось, но у нас хорошие отношения с Маккейном. Он тогда, ну, знаете, Маккейн воевал во Вьетнаме, там 6 лет пробыл. Он не был таким активным в те годы. Многих так конгрессменов уже нет. Но республиканская партия, она всегда традиционно выступала против как советского режима, так и сейчас путинского режима тоже. Поэтому, когда Рейган сказал то, что он сказал по Крыму, у наших многих ребят была какая-то тревога, неужели что? А у меня я не тревожился, потому что я знаю, что та партия, которая привела к власти этого Трампа, она просто не позволит ему. И уже, видите, несколько лет тому назад он, так сказать, все стало на свои места. Меня как-то спрашивали, Трамп сам дошел до этого или был все-таки нажим республиканцев? Я точно не могу на это сказать. Для нас, конечно, было бы более приемлемо, было бы лучше, если бы сам Трамп до этого дошел. Ну уж показали ему, где Крым находится, все такое. Но даже если его вынудили, тоже неплохо, потому что за ним стоит такая здоровая сила. Перед вашим блоком мы смотрели видеокадры акции протеста и поддержка и солидарность с теми, кто сопротивляется оккупации из Анкары и Стамбула. Вот как вы оцениваете, диаспора активизировалась за последние 3 года крымско-татарская? Значительно активизировалась. Уже, наверное, ну да, после оккупации она еще больше активизировалась. Ну, то, что они там провели вот эту платформу, потом в Анкаре провели Всемирный конгресс крымских татар. Ну, до того тоже они в какой-то мере были активны, но уже когда такая острая проблема оккупации твоей исторической родины и репрессий против твоих соотечественников, это, конечно, активизирует людей. Ну, вот у вас недавно была встреча из Чаушоглу, да, вот когда он приезжал в Киев. Позиция... Власть слышит диаспору, вот нынешняя турецкая власть, нынешнюю турецкую диаспору? Во-первых, в структуре власти довольно много крымских татар, в том числе и депутатов. Конечно же, они прекрасно это знают, и они в постоянном контакте с нами. Если с посольством почти еженедельно мы с ним встречаемся, не обязательно там встречаться с Эрдоганом ежедневно, но он все время посылает информацию от нас. Поэтому в высших кругах турецкой власти знают нашу позицию. А с Чаушоглу, когда был разговор, он даже с какой-то обидой говорил. Ну, мы же так стараемся, мы можем делать, а вот иногда слышим от вас что-то в наш адрес, нам становится обидно. Вот так. Что обижает турецкую власть? Ну, мы вообще-то говорим правильные вещи, что Турция должна присоединиться к санкциям. Это не только мы говорим. У нас же везде на Западе говорят, ну как это так, самая близкая для вас страна, почему она там недостаточно вас поддерживает? Но мы понимаем и доводы турецкой стороны тоже.
Ну, посмотрите, мы же в огне, мы окружены со всеми этими проблемами. Я по-другому Тут- спрошу вас. В Эскишехире вы достаточно резко выступили в прямом эфире в отношении санкций и тому, как надо действовать в ситуации оккупации. Была на вас личная обида? На ваше высказывание? Никто не выразил. Наоборот, были телефонные звонки, молодец, и правильно сказали, такое было. Нет, со стороны властей никаких не было даже. Но контакты также сохранились с теми, с кем они должны быть вот, на высшем уровне? Я бы сказал, да, но просто сейчас турецкий высший истеблишмент занят очень многими делами, поэтому, может быть, в какой-то мере сейчас не до нас. Ну вот, например, 14 марта вместе с Гройсманом едем на встречу Бинали Йылдырымову, премьер-министру Турции. Это был Мустафа Джемилев, первый председатель Меджлиса крымско-татарского народа, диссидент, народный депутат Украины. Сейчас я предлагаю послушать интервью первого заместителя министра информационной политики имени Джипар, а дальше марафон продолжит моя коллега Лариса Волошина. Чуть более чем 2 года министерство существует. Это все еще небольшое министерство составом 20 человек, больше как агентство. И это единственное министерство до недавнего времени, которое в своих лавах имело позицию советника по вопросам Крыма. Первым советником был Сергей Костинский, дальше это была я, сейчас это Юлия Коздобина. Это те люди, которые являются гарантом связи с общественностью между министерством и общественным сектором. Это люди, которые не дают теме Крыма упасть ни сферы деятельности министерства, ни в общем на уровне правительства. Если брать о, наверное, самых больших результатах, которые министерство достигло, это то, что мы сегодня ввели как понятие «день опору». Была инициатива министерства ввести и сделать 26 февраля, когда был большой митинг под стенами парламента Крыма, который, по сути, изменил ход истории оккупации, создать этот день как день сопротивления Крыма Российской Федерации, оккупации России. Это для того, чтобы был убит миф, раз и навсегда в головах у украинцев, который существует и который подпитывает, культивирует российская пропаганда, что все на 100% побежали на референдум и были счастливы, и являются счастливыми от этой российской действительности. На самом деле это не так, и факты гражданского сопротивления в огромных количествах, это и митинг 26 февраля, и мирные митинги женщин, когда более 40 тысяч женщин по всему Крыму высыпались на улицы с украинскими флагами, с крымско-татарскими флагами и говорили, что не может быть российской оккупации, и руки вон, руки прочь от Крыма, Путин. Вот с такими слоганами женщины Крыма выходили на улицы. И это доказательство того, что это сопротивление было, есть и будет. Если уже возвращаться к современным формам сопротивления, да, они насильственные, да, они гражданские, да, они в той форме, что люди, даже просматривая украинские СМИ, для них сегодня, в этих условиях риска, в которых они живут, за то, что они каким-либо образом демонстрируют свою связь с Украиной, это уже риск. Даже смотреть украинские СМИ — это небезопасно. Одни такие формы сопротивления, когда, например, по киевскому времени в Крыму отмечают Новый год, или когда колористика на праздниках у украинцев и крымских татар сегодня в Крыму в желто-блакитных цветах, или когда девочки делают маникюр желто-голубым цветом, выкрашивают ногти, или когда одевают блузу желтую, юбку синюю, к примеру, или когда дарят цветы в цветах украинского флага. Все это являются формами ненасильственного сопротивления. И наша задача — говорить об этом. И вот этими вот кампаниями «Крым — це Украина» — это такая большая идея, она неизменная, пока мы не вернем Крым. В рамках этой кампании мы каждый раз детализируем. Вот в этом году у нас формула 1096 дней сопротивления. Это с периода 26 февраля 2014 года по период 26 февраля 2017 года. 3 года сопротивления, которое есть. Если говорить о системных вещах, это, конечно же, возобновление вещания. Нам есть чем похвастаться в этом смысле. Вместе с Национальной Радой по вопросам телевидения и радиовещания и Министерством по оккупированным территориям, которые вошли вот в эту триаду комиссии по відновленню мовлення в Крыму, мы запустили, и также Херсонская ОДА, конечно же, участвовала в этом проекте, мы запустили и построили вышку в Чунгаре, 150-метровую вышку, которая позволила нам охватить украинским вещанием 50-60 километров вглубь Крыма.
Это то, чего раньше не было. Кроме этого, эта вышка помогает нам возобновить вещание на территории Херсонщины, на которой украинского вещания тоже не было, потому что были белые пятна. И в связи с тем, что был ландшафт, не было вещания на территории Херсонщины. В планах двигаться дальше, поставить телевизионный мультиплекс. Сегодня с вышки на Чонгара вещают 2 радиостанции. Перший канал Украинского радио и радио Мейдан. В планах радио Херсон и радио Крым Реалии. Это уже хоть и маленький результат, но он очень символичный. Вот украинское вещание, оно сегодня есть в Крыму. То есть это инфраструктурные вещи второй частью, да, нашей, наверное, деятельности. Это восстановление вещания, которое без ресурсов, вышек, передатчиков, фидер-антенн и контента мы не сможем сдвинуть с места. И, конечно же, если брать уже о том, на основе чего мы все это делаем, эти все действия реализуются в рамках стратегии информационной реинтеграции Крыма. Над этим документом мы трудимся уже около года. Сейчас с появлением советника Юлии Коздобиной это функциональная обязанность на ней представить этот документ к концу марта, который будет вбирать в себя все наши наработки, все наши анализы в отношении того, как тема Крыма присутствует в мире, в Украине и в самом Крыму, как сегодня Украина присутствует. Да, это коммуникационный документ, который нам позволит систематизировать работу.